Жители Республики Саха выиграли первый этап противостояния с черными лесорубами. В начале декабря под давлением общественности арбитражный суд Якутии, первая инстанция, удовлетворил иск о расторжении договора с лесозаготовительной компанией «Ангара», которая вырубает лес в верховьях реки Амга в промышленных масштабах. Компания является крупнейшим российским поставщиком леса в Китай. На сегодняшний день они вырубили и вывезли в Китай все, что смогли из Иркутской области и из Республики Бурятия. Сейчас нацелились на якутский лес. Из открытых источников известно, что директор компании «Ангара» является подозреваемым в уголовных делах о дачах миллионных взяток сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов. Наши леса защищают вечную мерзлоту от оттаивания. Вырубка якутского леса может привести к повышению температуры грунта, что приведет к необратимым последствиям, то есть к экологической катастрофе. Но наши республиканские власти не только игнорируют данную проблему, но и самолично лоббируют ее. Еще 2 года назад глава республики Айсен Николаев клятвенно заверял якутян, что, во-первых, лес будут рубить якутские компании, во-вторых, что они не будут нарушать природоохранное законодательство. В Амдинском районе таких вырубок не будет. То, что говорится о одной компании, которая выиграла конкурс, будет проводить работы. Работы они будут проводить на территории 34 гектара всего лишь. Министерство экологии Республики Лесничества будет постоянно их проверять. Друзья, вот еще раз хочу сказать, что мы иногда, к сожалению, поднимаем шум, не понимая, о чем идет речь. Теперь его ложь стала достоянием республики, потому что добычей занимаются не якутские компании, а ООО «Ангара» уже нарушила все возможные правила вырубки леса. Сам Николаев сейчас никак не комментирует резонансные события с участием своих протеже.